Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв. С вами Ирина Ефимова. В прошлый вторник во время прямого эфира нашей программы мы затронули одну из главных сегодня тем для всех жителей Якутии – это лесные пожары. И сегодня продолжаем обсуждать наболевший вопрос, но уже более детально, с самым ответственным человеком. В студии заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия, главный лесничий республики Сергей Сивцев. Добрый вечер, Сергей Гаврилович. Добрый вечер. Я вас поздравляю с недавним назначением. Спасибо. На должность замминистра. И что-то изменится в работе министерства с вашим приходом? Будем надеяться, да, будут определенные изменения. В части есть, конечно, масса проблемных вопросов. Ну, как вы знаете, республика у нас с большой территорией, с огромной территорией, и у нас лесов там на 254 миллиона гектар, и, соответственно, тоже есть тот объем работ, который до сих пор тоже как бы не решен, и мы активно будем заниматься этими вопросами тоже. Мы работаем в прямом эфире, и я напоминаю, что задать свой вопрос гостю программы можно прямо сейчас, позвонив по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить текстовое сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. С конца мая Якутия начала бороться с лесными пожарами. Как известно, виной тому аномальная жара, сухие грозы. Расскажите, где сейчас самая сложная обстановка? Ну, на сегодня у нас в Якутии наиболее сложная обстановка наблюдается в горном районе, в Верхнедевилюйском и в Кобяйском районе. Это ну, ранее, конечно, сложные обстановки у нас были и в Сунтарах, и в Мирном, и в ряде тоже других районов. Но вот на сегодняшний день у нас наиболее сложная обстановка наблюдается в горном районе, как отметил, да, Верхнедевилюйский и Кобяйский район. И туда сейчас уже идет передислокация сил лесных формирований и других ведомств. Ну и добровольцы тоже активно в этом участвуют. Да, у нас на прошлой программе как раз были представители добровольческого штаба. Но как мы услышали, на сегодняшний день самая активная работа ведется в Горном и Кобяйском районах. И с нами на связи глава Кобяйского улуса Иван Левин. Иван Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, на каких участках идут работы и сколько сил задействовано? Так, значит, по состоянию на 19 часов на территории Кобяйского района работа ведется на 8 пожарах. Из них 5 пожаров на территории Ситинского наслега, где у нас имеются 3 сложных пожара. Значит, один пожар под номером 56, то есть 59-й, вблизи населенного пункта в 2 километрах появился позавчера. На сегодня полностью круговую обахан, и там ведется карауливание. На данном пожаре сегодня работал вертолет с водосливным устройством, куда бросил более 50 кубов воды. И с этого пожара завтра тюменская группа будет переброшена на 48-й пожар. 48-й пожар, значит, там у нас проходят сенокосные угодья. Как вы знаете, Ситинский наслег является одним из наслегов, где заготавливается резервное сено для республики. Потом у нас еще имеется 56-й пожар, это вблизи поселка Сингар. Из-за ветровой нагрузки вчера ночью пожар приблизился до населенного пункта в 5 километрах. И буквально до обеда кромка была уже удержана на профиле, и в настоящее время там до сих пор приходится встречный отжиг и будет проводиться круглосуточное карауливание. Всего на пожарах Кобяйского района задействовано 258 человек и 26 единиц техники, в том числе тракторной техники 14. Завтра еще ожидаем переброску сил Тувинского отряда из Ленских столбов. И данные силы направлены на 48-й пожар.
Ага. А Также добровольцы у вас вот, работают? Сколько вот буквально сейчас добровольцев находится в районе? добровольцев, значит, мы стараемся, чтобы люди сильно не утомлялись, после 3-4 дней их постоянно обновлять, но на сегодня там работают, сейчас скажу, 174 добровольца. 174. Мгм. Спасибо, Иван Иванович, за информацию. Мы продолжаем наш разговор с заместителем министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сергеем Сивцевым. А, Серьезную работу по борьбе с пожарами проделывает оперштаб республики во главе с нашим главой Илдарханом Айсеном Сергеевичем Николаевым. Вопрос держится на его личном контроле, он это подчеркивает всегда и в соцсетях и так далее. А вот как выстроена работа штаба, интересно? Кто первым получает информацию о возгорании, и как вот потом такие действия принимаются, как это делится между... Ну, в случае возникновения новых пожаров, да, у нас система на местах. Сначала информация поступает, и потом уже на уровень региона. То есть есть региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, и туда доводится с районов информация. Потом есть система ИСД, это такая информационная система дистанционного мониторинга, называется, это Россельхоза, да, федерального ведомства. И по ней тоже информация поступает, там отражаются термические аномалии на тех или иных районах, да, республики. И эта информация тоже обрабатывается, проверяется, уточняется, и потом уже вот наша региональная диспетчерская служба, она отрабатывает и уже доводит на уровень оперативного штаба республики. То есть у нас на сегодня ежедневно, в день 2 раза, утром и вечером мы проводим оперативный штаб, проводит на сегодня первый заместитель председателя правительства Дмитрий Дмитриевич Садовников под его руководством. И уже мы доводим информацию по остановке по Якутии, по республике, да, по лесопожарной остановке. И уже оперативный штаб принимает по тем сложным участкам, где у нас лесные пожары, уже определенные решения. То есть там по организации привлечения сил и средств, там, техник и так далее, как бы тех же добровольцев тоже подключение на участие тушения лесных пожаров. То есть именно оперативный штаб принимает эти решения. Вот там, понятно, ведь там работают много очень ведомств, да, на пожарах? Здесь практически задействованы все наши министерства, ведомства, плюс эти другие предприятия, такие как Сахатраннефтегаз, тоже где у них Якутэнерго, и муниципальные там тоже образования, без них мы их тоже заслушиваем. В последнее время, конечно, информация по горному району тоже уточняется каждый день там, по 2 раза. И Верхнеуральский, Кобяйский, оперативный штаб создан для того, чтобы именно принимать оперативные решения. То есть если где-то есть определенные нестыковки, там какие-то проблемные вопросы, их в оперативном порядке мы решаем коллегиально. Мы тут волей-неволей начали сами не то что разбираться, но слушать терминологию, да, и встречается такое выражение «верховые пожары». Чем они опасны, что это вообще такое и сколько таких возгораний? Как для сравнения, допустим, в этом году у нас в разы увеличилось количество таких верховых пожаров, да? Оно, конечно, оно наиболее угрожает. Это самая опасная стадия, самая да, опасная получается? стадия, да. Температура может достигать до 1200 градусов. Представляете, да, 1200 градусов. И за раз она может, скорость там увеличиться до 70 километров в час. То есть при верховом пожаре скорость растет, соответственно, да, уже охват территории, площади горения уже сразу в разы растет. Но это то, что мы себе представляем при слове лесной пожар, столб огня, столб дыма. Основной причиной, конечно, наше жаркое лето, особенно сухое лето, дождей нет, и сильно жаркое лето. И сколько таких верховых пожаров у вас порядка за лето? 100 таких пожаров мы зафиксировали по территории республики. А сейчас действующие? На сегодня таких верховых пожаров практически нет. Недавно были случаи в Горном районе, Верхнеуральские были, в районе, в Верхнеуральском районе они были. При усилении ветров, когда в Верхнеуральске, допустим,
в районе села Крыкы, это вот северная сторона, да, Верхнеуфимского района. Там вот было вот буквально 5 дней назад, там жаркая погода стояла, и, соответственно, ветра были с севера, и вот пожар тоже начал верховой принимать. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать свой вопрос по телефону 841 12 42 14 39 или отправить сообщение текстовое по номеру 8 914 235 0502 в мессенджере WhatsApp. Сергей Гаврилович, ну вот многие жители Якутии выступили единым фронтом в борьбе с пожарами, да, стали добровольцами. Вот рассматривали ли вы возможность создания каких-то добровольных отрядов на базе министерства в следующем году? Ну, на базе министерства пока как бы нет, это обсуждается вопрос. Но сейчас, на сегодня у нас создан в республике единый вот добровольческий штаб, да, который координирует всех вот добровольцев путем вот тех же сборов спецсредств, там, деньгами помогает, там, продуктами и так далее, там, одеждой, спецодеждой, и люди активно ну, то есть нормально да, они со своей работой да, и выезжают, справляются, да. сами Мы организуют. со стороны вот оперштаба тоже организовываем там и с местной администрацией совместно организовываем транспорт и так далее, тоже активно помогаем. И вот много людей, добровольцев, вышли на тушение лесных пожаров в горном районе. Ну, как бы, вы знаете, горный у нас недалеко от города, да, дорога есть, поэтому в день там очень много людей каждый день выезжали. И сейчас тоже выезжают. И здесь активно тоже плюс участвуют наши вот коллеги с министерств, ведомств тоже. В качестве добровольцев. Да, и в выходные они выезжают, и в качестве добровольцев помогает. В Якутии работают самолеты Б-200. Заместитель руководителя Россельхоза Александр Агафонов на одном из совещаний с пилотами бортов ставил задачу совершать вылет подвое. Вот так более эффективно тушение происходит или как, почему? Да, на территории республики вот на сегодня работают порядка 20 воздушных судов, да, это вот от Минобороны Российской Федерации, от МЧС России, да, и наши тоже, вот местные это авиакомпании тоже работают, Алроса, Полярная авиалиния. И вот сейчас работает в республике 2 борта вот Б-200 МЧС России и 2 борта вот Ил-76, это Министерство обороны. Они базируются в Мирном, из Мирного осуществляют вот вылеты, и на территории вот западных районов, Сунтарский, Нюрбинский, вот Верхнеуфимский районы не работают, и Мирнинский район. И да, они достаточно такие последние, в день они там совершают до 5, до 10 вылетов, там, в зависимости от источников, да, очагов возгорания. То есть в Мирном они активно работали, в Сунтарах тоже. Сунтаров благодаря тоже, вот, можно сказать, Б-200, и пожары в разы сократились. Знаете, якутяне активно обсуждают в соцсетях, в том же WhatsApp, информацию о том, что в отдаленных районах лесные пожары не контролируются, население выходит тушить их самостоятельно. То есть вот насколько это близко к правде? Есть такое понятие зоны контроля. Это норма введена тоже в прошлом году, вернее, там зоны контроля Якутии. И это большая площадь, это именно исходит из того, что труднодоступные отдаленные места, северные вот, территории в основном, где вот, но за ними осуществляется постоянный контроль, это космический мониторинг и авиапатрулирование, то есть они на контроле. То есть в зависимости, сейчас приоритеты мы ставим, это вблизи вот наших населенных пунктов, да, где есть лесные пожары, то есть тушение идет на этих местах. Потом по мере вот локализации, ликвидации этих пожаров у нас будет работа продолжена вот по тем местам, которые доступны по их тушению. Ну вот, насколько я понимаю, что вот в прошлом году у нас очень сильно горело Верхояние, да, и поэтому с этого года там создано отдельное подразделение. Как многие наши жители знают, что север в прошлом году активно горел, и Верхоянский район, и Колымские районы тоже горели. И в этом году у нас создано авиаотделение нашей якутской авиабазы.
В Батагае? Да, Батагая, поселке Батагая, Верхоянского района, там 60 человек там работают, именно десантники. Мгм. И это как-то повлияло на то, что мы сейчас про горящий север меньше слышим? Да, на сегодня, как бы, ну, благо на территории вот арктических районов пока пожаров нет, ну, таких активных, да, как бы, как в прошлом году. На сегодня они задействованы вот именно на территории, в центральных регионах. Мы их вывели с Верхоянска, ну, произошла передислокация оттуда, из Батагая, и сейчас они работают в центральных регионах. Там. Ну, в основном там, где нужна да, помощь. Да, то есть это как бы переброска сил и средств. А вот, опять же, глава нашей республики Александр Сергеевич Николаев говорил об создании единого лесопожарного центра. Ну, в дальнейшем, вот да. как, ну, что они думают и планируют создать какой-то лесопожарный центр вот в республике. Да, Подробности. было совещание у президента страны Владимира Владимировича Путина, и наш глава республики выступил тоже с докладом, и в своем докладе тоже одним из постановочных вопросов он озвучил создание вот лесопожарного центра в Якутии. Ну, по аналогии есть такой центр в Красноярском крае, который именно формирует все вот и авиационные, наземные силы в единую, да, структуру, и уже именно проводит работу, координацию всех сил лесных формирований по тушению лесных пожаров. То есть ну, президент тоже это поддержал. Но у нас ведь площадь лесов не больше, чем в Красноярском крае. Конечно, в разы больше. Ну и вот буквально вот на днях тоже было совещание у председателя правительства Российской Федерации, у Мишустина Михаила Владимировича, и там тоже вопрос этот был поднят, и уже сейчас ждем от правительства Российской Федерации уже как бы конкретных действий. То есть мы этот вопрос уже озвучили и стоим на этом, чтобы у нас был такой центр, который бы именно вот всю работу по тушению лесных пожаров взял бы на себя и занимался именно тушением лесных пожаров на территории республики. Но он, получается, должен быть федеральное финансирование или это республиканская структура? Да, мы, конечно, просим, чтобы это было бы через федеральное финансирование, но с софинансированием от республики, частично софинансированием. Может быть, заодно прокомментируете, раз уж зашла речь о том совещании, где Александр Сергеевич выступал с докладом, очень неоднозначно были восприняты слова о том, что федеральные, что просим передать все полномочия по тушению пожаров на территории республики в федеральное ведомство. Да. И, значит, там в том же WhatsApp, в соцсетях началось, что все, теперь, значит, наши леса все отберут федералы, ничего у нас не останется. Ну, тут можно сразу сказать, о чем речь. По лесному кодексу это леса, они федеральной собственности, то есть в собственности государства. Так и так. Да. На сегодня республика осуществляет именно переданные федеральные полномочия на территории республики, да, по охране лесов, по лесным отношениям. То есть, и вот когда вот было совещание у президента, да, после выступления Алексея Сергеевича, президент страны сам поднял ведь вопрос. вопрос. Вопрос спросил, поднял вопрос, как вы рассматриваете вопрос вот, передачи на федеральный уровень, где в регионах с низкой плотностью населения и с обширными территориями, ну, с лесами, да, вернее. Мы, конечно же, Алексей Сергеевич это, конечно, согласился, поддержал, что это действительно так, надо так делать. Именно вот территории большие, огромные, да, есть много субъектов Российской Федерации, которые вот именно, для субъектов, конечно, это относительно тяжело. Но финансово тяжело, конечно. Финансово тяжело, и мы получается, получаем федеральные субвенции из федерального бюджета именно на осуществление наших полномочий в сфере лесных отношений. Ну и они рассчитываются там как-то так, что у нас меньше всего на гектар. Есть методика. Мы видим, что на сегодня действующая методика, она как бы, откровенно говоря, она несправедлива к нам, да, для жителей нашего региона. Да. Там коэффициент, когда вот
6 рублей 10 копеек, когда как по стране там 199 рублей. Это методика распределения вот федеральных субвенций в сфере вот лесных отношений. И сейчас этот вопрос тоже был поднят Алексеем Сергеевичем, и он сейчас прорабатывается. Есть подготовлен проект новой методики Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. И сейчас уже должно идти в качестве утверждаться распоряжением правительства Российской Федерации. То есть Алексей Сергеевич тоже поднял этот вопрос. Ну, то есть просто наши Да. леса будут охраняться, и все это будет происходить за федеральный За счет за счет напрямую, федеральных средств. а не ждать субвенции Да, и да. так далее. То есть это, Ну, да, проблема есть, как бы, ну, недостаточно средств. то есть в принципе будет так, как в советское время, да, получается? Ну, не совсем, но как бы советское Потому время, что я вот конечно, насколько понимаю, что в советское время все это делалось за счет страны, да. да, и в каждом районе там были Ну, в лесничие. советское время, да, в Якутии у нас, получается, в каждом райцентре были свои авиаотделения, в каждом райцентре районов республики, да, и лесхозы были тоже мощные, там тысячи людей там работали. То есть и советские люди, как бы, ну, те, кто как бы вот, наши родители, говорят же, что в те время пожаров меньше было. Почему меньше было? Потому что лесных формирований больше было. То есть частые вот эти авиапатрулирования были, самолетов достаточно было, и людей достаточно было. То есть они выявляют... Ну, то есть быстрее, да, возгорания да. не было Реакция- больше, реакция, просто да, реакция да, быстрее, быстрее. происходила. А сейчас, И оно не успевало да, до пожара дойти. доходить таких как бы размеров, масштабов. Поэтому верховых пожаров, по сути, было мало, да, получается, Да, можно да. сказать так. Я хочу напомнить, что сегодняшний выпуск мы подготовили при помощи коллег из Центра управления регионом. ЦУР отобрал наиболее актуальные вопросы жителей для нашего гостя в соцсетях. Специалисты утверждают, что возгораний, именно возгораний, да, в 2021 году гораздо меньше, если сравнивать с данными прошлого года. Ну вот на прошлой программе у меня была руководитель пресс-службы МЧС, вот, в частности, она сказала, что возгораний как таковых меньше. Вот, но при этом мы все равно видим, что задымленность серьезная, но вот сегодня, слава богу, ясная погода, но мы теперь этому солнцу радуемся, как, знаете, все в сравнении познается, да, когда ты весь месяц сидел в дыму, Да, вот, и воспринимается летнее солнце как какое-то просто чудо. Чудо. Вот. И у жителей региона складывается впечатление, что в вычислениях какая-то ошибка. Но не может быть, чтобы вот... как вот высчитывается? Ну, есть как бы... Или разные методики, или... Нет, здесь система, она есть, подсчета, ну, определенная статистика ведется. Если сравнивать с прошлым годом, конечно, по количеству пожаров на отчетный период, вот на сегодняшний день, да, у нас пожаров меньше. Ну, порядком там 200 с лишним количество пожаров. Ну и по территории охвата тоже пройденной огнем тоже меньше. Просто в прошлом году у нас же территории горели больше в отдаленных местах, да, и северной территории и так далее. Поэтому, ну, по крайней мере, Якутск сильно не ощущал, ну, как в сравнении с этим годом. И такой сильной вот задымленности, как вот в этом году. Ну, задымленность она была и в прошлом году, но не как... ну, то есть если по количеству площади считать, то есть в прошлом году там севера горели, да, и по большей части это как бы, ненаселенные да. территории. Ну, и населенные, но в разы меньше было. Поэтому... Да. То есть по количеству нынче меньше пожаров. Ну, просто ближе к Якутску получается, и да, ближе... и горные вот районы как бы близкие, да, и вот то, что задымленность, она сейчас вот Кобяйский близко, и Намская территория тоже рядом. И ветер, конечно, меняется, и все, дым, получается, задымленность Якутска у нас. Вчера несет. были локализованы возгорания на территории национального парка Ленские столбы. Вот сколько времени потребовалось, чтобы стихию на территории парка укротить? Ну, больше месяца они работали. Там же непроходимые леса, огромная Да, территория. там это же у нас получается особо охраняемая природная территория федерального значения. Там особый статус. И просто туда как бы запрещается заводить технику, ну, тракторную технику и другую, как бы, да. Даже для тушения, Да, что для ли? тушения, да. Это есть определенный порядок, то есть запрещается. То
То есть все меры по ликвидации этих пожаров проводились именно людьми и специальными формированиями Федеральной авиасохраны, которые приехали из других регионов и России. Вот они занимались тушением. И применялась вертолетная техника, там, специальным устройством, водосливным устройством. То есть на сегодня у нас получается там пожаров, осталось там 3 пожара. Они уже все локализованы. Вчера буквально один был ликвидирован. И вот в ближайшее время будем надеяться, что они тоже ликвидируются. То есть ситуация там уже как бы стала лучше. Ну, у нас ведь очень много процентов территории отведено как раз под особо охраняемые природные территории, имеет статус. Вот, если я не ошибаюсь, там будут... Ну, есть территории, особо охраняемые территории федерального значения. Это национальный парк Ленские столбы, государственный природный заповедник Алюкминский, и Новосибирские острова, там Усть-Ленский, и северные территории, Медвежьи острова. В Алайховском районе тоже есть национальный парк Каталык. Ну, пожароопасная угроза составляет Ленские столбы, где лесов больше, и КПЗ Алюкминский, заповедник Алюкминский. И плюс еще есть наше республиканского значения. И муниципального значения есть. У нас на сегодня тоже была, и сегодня остается тоже ситуация достаточно такой сложной. На территории ресурсного резервата в горном районе республиканского значения, Тымпына есть. Там тоже нашими коллегами из Департамента биологических ресурсов Минэкологии проводились работы по их тушению и локализации. Сегодня ситуация более-менее стабилизирована, но тем не менее работы не останавливаются и ведутся. А в связи с этими пожарами, которые были в парке Ленские столбы, там бизоны нормально себя чувствуют? Ну, там пожар нормально чувствуют. Там угрозы не было. А в Горном Улусе? В Горном Улусе Кенкеме? тоже в отношении животных, которые обитают на этих территориях, угрозы не было. А расскажите, как проводится работа по вызову дождей? Так, Говорят, что... Да, здесь есть специальный самолет, называется зондировщик на базе Ан-26. Это самолет федеральной авиасохраны, уже здесь больше месяца. Принцип работы такой. Утром они смотрят прогноз погоды и определяют, есть ли в тех или иных местах, районах ресурсная облачность. При наличии ресурсной области самолет осуществляет вылет и направляется в тот участок и осуществляет специальными пиропатронами выстрелы. Соответственно, в результате этого происходят дожди. А эта мера, она прям реально эффективна? Или... Как практика показывает, она дает свои результаты. Тут, конечно, стопроцентной гарантии нет, но вероятность все равно она выше, чем без применения этого зондировщика. Опять у нас вопрос на горячую линию. С передачей лесного фонда федералам недра полезные ископаемые тоже станут федеральными. По недрам можно сказать так. Тоже закон Российской Федерации о недрах. Согласно этого закона, все полезные ископаемые являются тоже федеральной собственностью государства. У нас регионального значения республики это только общие распространенные полезные ископаемые. Это гравий, песок, такого, и подземные воды до 500 кубов. Все остальное это федеральная собственность. То есть газ, нефть, алмазы, золото и так далее это федеральная собственность. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и звонить по номеру WhatsApp не нужно. Нужно звонить по номеру 8 41 12 42 14 39, и тогда вас соединят со студией. А на номер 8 914 235 0502 можно отправлять текстовые сообщения, которые я прочитаю и задам вопрос гостю.
А как вы оцениваете работу глав районов и поселений во время пожароопасного сезона? Чью работу можно ответить? Ну, в целом, конечно, районы, ну, на тех районах происходят пожары, да, на сегодня у нас там это 14 районов. Они, ну, хочется отметить, конечно, вот активность Сунтарского района, Хангаласского района. Они вот, ну, и Заречная группа районов тоже в этом плане. И ряд других районов, которые именно вот оперативно смобилизовались, местного населения, людей, подключили технику и так далее. То есть быстро приняли меры по локализации этих обнаруженных очагов возгорания, пожаров. То есть вот есть районы, которые именно вот, приняли вот меры оперативного решения, поэтому уже у них ситуация стабилизировалась. Ну, от этого тоже зависит многое, Конечно, да? конечно. Ага. Первоочередные меры принимаются на местах. Потом уже, если вопросы уже, ну, масштабы расширяются, конечно, тут подключается. Да, уже тогда региональный. можно ли сказать, что горный район как-то расслабился и не доработал? Ну, тут да, тут много факторов, конечно. И у них территории большие, и, соответственно, у них количество пожаров много, и такая транспортная сложность инфраструктуры тоже, тоже сыграла свою роль. Но здесь сейчас иной раз на некоторых участках даже техника не может проехать, и, соответственно, там мероприятия по локализации тоже сложно провести. Это тоже сыграло определенную роль. С прошлого года у нас в республике реализуется национальный проект по восстановлению леса. Вот со старта проекта прошел год. Насколько хорошо приживаются деревья и вообще Ну, какие работа планы? такая ведется. По итогам этих работ будет проведена тоже вот, оценка. Сегодня пока как преждевременно о результатах говорить. Время покажет, там посмотрим работу. Ну, в рамках национального проекта «Экология», конечно, там есть и вот федеральный проект сохранения лесов. Помимо этих работ мы еще сейчас закупили, начиная с 2019 года, транспортную технику, ну, в том числе вот, тракторная техника и так далее. Там было выделено там, порядка более 200 миллионов рублей. Еще мы планируем и остаток вот в этом году докупить технику, и в следующем году тоже. То есть она, национальный проект «Экология», это, ну, отдельный проект, согласно которому выделяются отдельные федеральные средства на именно вот, на сохранение лесов, на вот, тоже оснащение, материально-техническое оснащение наших ведомств. Ну вот мы постоянно говорим о том, что причиной таких пожаров становится главным образом жара, сухие грозы там, и так далее. Да? То есть, а вот как, получается, климат все-таки меняется? Ну, как ученые говорят, климат, да, потихоньку меняется. Ну и здесь не надо исключать и человеческий фактор. То есть некоторые пожары у нас происходят, ну, по вине человека. Но в основном, конечно, вот весенний период и начало лета. Слушайте, но все-таки лето – это лето, да, это время отдыха, каникул, отпусков, а вот, получается, по указу главы республики выезжать в лес запрещено. Ну, И да. где можно якутянам отдохнуть санкционированно? Ну, 26 июня у нас был объявлен режим ЧС на территории Якутии, и, соответственно, это подразумевает запрет, да? Но запрет, вот многие, конечно, не понимают, в прямом смысле понимают. Выезжать в лес можно, но уже вот, но с соблюдением мер пожарной безопасности в лесах. То есть разжигать костры и так далее, там, оставлять мусор, это запрещается. А просто выезжать. Ну, помимо этого, у нас же много вот, в республике всяких там туристических баз отдыха и так далее. Курулур, там Да, тот вот, же. да, вот те же места, допустим. Почему нельзя туда съездить и отдохнуть с семьей, там, с друзьями и так далее? Ну, я вот, например, по Амге успела сплавиться во время отпуска. Ну что ж, спасибо вам, Сергей Гаврилович, за интересную беседу. От лица всех зрителей телеканала «Якутия-24» я благодарю всех, кто сейчас находится на передовой и спасает Якутию от огня. Спасибо всем огнеборцам за слаженную работу. Мы очень надеемся, что уже совсем скоро сможем увидеть чистое небо над головой не только в Якутске, но и во всех уголках республики. А пока желаю всем жителям Якутии набраться терпения и помочь родному краю справиться со стихией. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.